Уважаемые коллеги, мы с вами проводим традиционный брифинг оперативного штаба по недопущению завоза и распространению на территории Республики Саха-Якутия новой коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию за сутки на 27 мая 2020 года. У нас по состоянию на 27 мая 2020 года зарегистрировано уже 1529 подтвержденных случаев. За сутки выявлено 84 новых случая с ковид, при этом в городе Якутске их 80, в Намском районе 1, Нижнинский 1, Нюрнбергский 1 и Ленский 1. Но опять традиционно начну с характеристики того, что происходит у нас в вузах республики. Как вы знаете, что для нас сегодня карантинным вузом остается Намский вуз, в котором в одном из сел Намского вуза введен режим карантина. И, соответственно, я надеюсь, что мы, в принципе, закончили сегодня выявление контактных лиц и тестирование по Намскому вузу, и надеемся на том, что все-таки контакты все обозначены. Сейчас дальше будет продолжаться работа по оказанию помощи именно в Намском улусе и в самом селе. И есть еще там небольшой очаг в Намском улусе, который связан с самим селом Намцы. Соответственно, все органы сегодня работают для того, чтобы достичь там и локализовать те вспышки, которые возникли, и, соответственно, достичь нормального санитарно-эпидемиологического благополучия. Что касается Мирнинского района, то у нас здесь, к сожалению, начинает увеличиваться количество за счет тех обращений, которые у нас есть от наших недропользователей, которые работают в Мирнинском улусе. Мы с ними тоже достаточно плотно сегодня выстроили взаимоотношения, и, соответственно, наша Мирнинская центральная районная больница оказывает соответствующую медицинскую помощь. Что касается Нюрнбергского района, то здесь в данной ситуации у нас тоже появился вновь такой небольшая группа людей, которая определилась в качестве контактной, и один из выявленных у нас людей плюсом в Нюрнбергскую больницу сегодня был помещен. И в Ленском районе также это у нас непосредственно контактные лица от тех, кто работает у нас на территории района. Но нужно сказать, что напряженной у нас все-таки остается ситуация в Алданском районе именно в части того участка, который находится непосредственно одного из недропользователей. Сегодня в полном объеме медицинская помощь оказывается тем, кто находится на участке, и часть людей, которые являлись контактными, все-таки помещена в обсерватор города Алдана для того, чтобы нам все-таки быстрее локализовать эту часть проблемы, которая существует. Есть у нас определенные сложности, на которые я бы хотела обратить внимание в Мегино-Кангаласском улусе, но в данной ситуации достаточно он сам по себе широкий по кругу контактов, был очаг, и здесь будет принят ряд административных мер взаимодействия Мегино-Кангаласского штаба и республиканского штаба, ряд позиций будет принято, завтра для того, чтобы непосредственно быстрее нам этот очаг на уровне Мегино-Кангаласского района локализовать, потому что все-таки он уходит сегодня и затрагивает прежде всего местное население. Если до этого очаги все-таки в Мегино-Кангаласском районе, они касались населения, которое является все-таки приезжим относительно живущих в районе. Хотела бы обратить внимание и на сложившуюся ситуацию сегодня в Вилюйском и Верхневилюйском улусе. Там есть ряд, соответственно, выявленных у нас очагов, которые имеют такой достаточно сомнительный контактный круг лиц, но также, отрабатывается достаточно четко, их локализация, и я думаю, что мы сможем не допустить. Я надеюсь, что к завершению у нас приходит история, по Сунтарскому улусу, так как уже, в принципе, там, где был у нас карантин, соответственно, уже начали новые работы, соответственно, мост начинается по строительству, буквально там несколько граждан у нас выйдут после лечения из Сунтарской больницы, и, соответственно, я думаю, что мы все будем благодарны нашим врачам Сунтарской центральной районной больницы, которые на уровне первичного звена, в общем-то, справились со своей работой.
При этом я хочу обратить внимание, что именно сегодня передовым в районах у нас являлось наше первичное звено и являются наши центральные районные больницы. Но именно, вот как сегодня и говорил глава Республики Саха-Якутия в докладе Государственному собранию УТУМЭН Республики, вот эта вот трехуровневая система, тогда, когда на первичном звене мы оказали помощь, более тяжелых смотрели в городе Якутске, и первичное звено консультировали из инфекционного стационара, либо телемедицинской консультации якутской, либо московской, она нам не позволяет достаточно четко, в общем-то, оказывать сегодня эту инфекционную помощь. Ну, у нас выписано, выздоровело вообще в целом по республике уже 587 человек. Значит, ну, непосредственно вот за последние сутки у нас 32 человека выписано из стационаров, и 7 выписано из поликлиник. Также мы продолжаем в связи с сложившейся ситуацией по городу Якутску, всем, в общем-то, понятно, мы продолжаем увеличивать вот этот вот объем инфекционных коек на территории города Якутска, также увеличиваем инфекционные койки мы в Ленском районе, как я говорила, в Намцах мы развернули дополнительные инфекционные койки. Ну, конечно, к сожалению, на базе одного из наших учебных заведений республики, на базе этого общежития. Но на сегодня это подготовленная уже, в общем-то, работа, которую осуществляют наши врачи Мамской центральной районной больницы. На что бы я сегодня хотела обратить внимание? Я бы хотела обратить внимание в продолжении тех слов, которые сказал глава Республики Саха-Якутия. Скоро лето, и, соответственно, значит, у нас дети окажутся уже и без надзора школы как таковой. У нас есть две задачи. Во-первых, наша задача, которую мы ставили с самого начала, это наши выпускники должны в обязательном порядке поступить, и наши детки, которые традиционно привыкли выезжать, и родители куда-то их отправляли, например, в отпуск или к бабушкам и дедушкам. К сожалению, семейные очаги сегодня в Якутии, они достаточно такими являются наиболее распространенными. При этом, так как у нас большинство семей являются нормальными, полноценными от бабушки до внуков, то, к сожалению, у нас болеют, значит, есть прям семьи от 3 до 6 человек у нас лежат в инфекционных стационарах. Сегодня у нас вообще порядка около 20 вот таких вот семейных очагов в целом на всю республику, в том числе и на город Якутск, и поэтому очень хотелось бы говорить о том, что все-таки тогда, когда есть какие-то сомнения у членов семьи, все-таки более, так сказать, в общем, так сказать, можно сказать, более мягче, да, нужно строить взаимоотношения для того, чтобы при любом подозрении всех остальных членов семьи не ставить под, значит, угрозу заражения последующего. На что я еще хочу обратить внимание? Ну, конечно же, как бы сегодня я обращаю внимание и на то, что мы имеем вот эти вот наши часть корпоративных непосредственно, значит, очагов. Корпоративные очаги – это прежде всего и их контакты, очень большое количество, они, к сожалению, разрастаются, стараемся их закрывать, но достаточно, в общем-то, быстро народ начал ходить, двигаться, и, в общем-то, в городе непосредственно возникают вот эти вот вопросы. Ну вот только что закончился парламент республики, на котором был рассмотрен вопрос о передаче полномочий муниципальным образованиям по, значит, именно наложению штрафов и применению административной ответственности, значит, на тех, кто нарушает, и об усилении административной ответственности по ряду составов. Народные депутаты поддержали главу республики и принял законопроект только в первом чтении, только завершилось голосование. Но я надеюсь, что вот эти вот условия, в которых работает сегодня правительство, более таких вот экстренных и быстрых, они, в общем-то, и позволят и парламенту в последующем, значит, достаточно оперативно постараться рассмотреть этот вопрос во втором окончательном чтении, потому что он действительно необходим, и сегодня нужно муниципалам как таковым дать больше полномочий для того, чтобы они могли выполнять свою функцию и контролировать и надзирать за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Вот такая ситуация у нас сегодня в целом. Готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, меня слышно? Хотелось бы уточнить, когда будет второе чтение, и о состоянии наших, наверное, тяжелых больных. Как вообще там дела происходят?
Хорошо. Значит, ну, я думаю, что решение о втором чтении будет принимать парламент республики. Я уверена, что так как, в принципе, за первое чтение проголосовало большинство, непосредственно все-таки представляет собой, значит, количество, позволяющее принять закон, да, в последующем. Я думаю, что, в общем-то, парламент решение в скором будущем должен принять. Нам действительно этот закон необходим, каждому из нас. По нашим больным у нас на настоящий момент на лечении почти 1000 человек, 972 человека. Я думаю, что сегодня, значит, тоже люди прибавятся, в том числе 646 у нас в инфекционных стационарах, 326 в амбулаторных условиях. За 14 человек у нас находятся в тяжелом состоянии, значит, 8 человек без ИВЛ, значит, в городе Якутске, 4 без ИВЛ в Нижнинской больнице, значит, я прошу прощения, в Республиканской больнице номер 2, 4 без ИВЛ, и Нижнинская центральная районная больница 1 без ИВЛ, и, соответственно, у нас есть один больной на ИВЛ. Ну, нужно сказать, что наши врачи уже наработали достаточно опыт для того, чтобы помогать людям. Да? Особо мы, конечно же, внимание уделяем в том числе и нашим людям старшего поколения. Такая ситуация по состоянию больных сегодня. Для большинства, конечно, те, кто у нас находится на лечении, проходит непосредственно заболевание более мягче, чем для людей старшего возраста. И, конечно, сегодня наши все медики отмечают, что, в общем-то, для тех, у кого кто вот осложнен хроническими заболеваниями какими-то, для них действительно проходит непосредственно значительно сложнее. И спасать даже таких людей сложнее, и, безусловно, и оказывать медицинскую помощь. Но нужно сказать, что все наши, в общем-то, медики работают достаточно четко, понятно и слаженно. Если вопросов больше нет, спасибо большое. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.